Если обрисовать общую картину топливного рынка Татарстана, то можно отметить следующее. Ежегодно различных видов топлива в республике производится более 4 миллионов тонн, а потребляется 2,5 миллиона. При этом по бензину дефицит. Чтобы покрыть его потребность почти 600 тысяч тонн, приходится завозить из других регионов. Как объясняют специалисты, из-за привозного бензина зачастую страдает качество топлива на заправках республики. В этом году сотрудники профильного управления выявили 69 случаев несоответствия ГОСТу. В основном дело было на частных АЗС. Завозится со стороны. Вот все те порча качества моторных топлив происходит при их перевозке и при перевалках. Вот, допустим, температура вспышки почему получается. Вчера он перевозил бензин, а сегодня поехал за дизельным топливом. И там был остаток, и вот температура вспышки в большей степени получается из-за таких. Отзываясь о бензине, казанцы говорят, если нарекания и возникают, то не по поводу качества, а цены. Качеством доволен, ценой нет. Не было, что вы там заправились, машина ломается? Это... Нет, такого не было ни разу. Я просто заправляюсь, нормальная заправка. Качество нормальное. А с ценами что? Цены дороговаты, конечно. Только весной этого года цена на бензин трижды брала новую высоту. Стоимость всех марок подорожала примерно на 3 рубля. Такого роста не было 10 лет. В итоге ситуацию удалось стабилизировать. Таких скачков пока не прогнозируют. Оказалось, что наши компании, производящие моторное топливо, не в достаточном количестве давали для внутреннего рынка топлива, и создавался дефицит, и значительная часть уходила на экспорт. На АЗС изменений не будет до конца года. В январе, согласно положению протокола, цены могут быть повышены на 1,7%. И как добавляют, в январе бензин может подорожать на 1,5%, а в дальнейшем по планам его стоимость должна увеличиваться в пределах инфляции. Дмитрий Айрин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.